В эфире программа «Крик. Криминал и комментарии». В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Кустарная отрава. Подпольная нарколавка в проблемном районе. Дорога в нищету. Рай налоговика превратился в ад. Дебош под прикрытием. Пьяный инцидент и 4 уголовных дела. Сотрудники МВД Коми расследуют уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды. По данным следствия, потребительское общество «Жемчужина» появилось в Ухте в ноябре 2012-го, а впоследствии оно стало работать в Ижевске и Санкт-Петербурге. Эта структура активно вовлекала в свои ряды вкладчиков, обещая им сверхдоходы, которые в десятки раз превышали обычные процентные ставки в других кредитных организациях. Высокие проценты организаторы «Жемчужины» объясняли тем, что деньги пайщика вкладываются в различные бизнес-проекты, например, в бильярдный клуб, и все стабильно и надежно. Однако следствием установлено, что фактически денежные средства пайщиков никуда не вкладывались, а, соответственно, прибыли, которая могла бы пойти на выплату баснословных процентов, у фирмы не было. По версии силовиков, потребобщество «Жемчужина» работало по схеме всем известных финансовых пирамид – МММ, Властелины, Хопер Инвеста, Статуса. Классический сценарий. Компания активно привлекает пайщиков, какое-то время выплачивает дивиденды из средств последующих клиентов, а затем резко сворачивает свою деятельность. Сейчас полицейские уточняют число потерпевших. Стражи порядка рекомендуют избавиться от иллюзий тем пайщикам, которые до сих пор надеются, что обвиняемые в мошенничестве вдруг уйдут от уголовной ответственности и вернут им деньги. Наркополицейские Коми пресекли необычный канал распространения курительных смесей. Спайсы самостоятельно изготавливали, а затем сбывали в обычной квартире Эженского района Сыктывкара. В результате спецоперации сотрудники наркоконтроля задержали 3 подельников – 2 мужчин и женщину. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Такие суровые судебные перспективы впечатлили Евгения Ракина. Это кадры первого этапа спецоперации наркоборцов. Всех, кто был в «Мерседесе», задержали сразу после приобретения курительных смесей. Вес изъятого спайса был скромный, но самое главное, силовики получили неоспоримые доказательства наркосбыта в одном из домов эженского местечка «Строитель». Бойцы спецназа штурмовали квартиру через окно. Об этой наркоточке сотрудники регионального УФСКН узнали еще в январе. По оперативным данным, хозяин квартиры и его приятель, любители покурить, решили сами наладить производство дурмана. По интернету вышли на анонимных сбытчиков зелья. Через так называемую закладку приобрели белый порошок с труднопроизносимым названием, очередным химическим аналогом конопли. Закупали так называемый реагент. Наркотических средств, это такое сильно сконцентрированное наркотическое средство, с помощью которого они потом при применении некоторых действий распыляют данное вещество на, допустим, приобретенное зверобой или крапиву, распределяют ее, распыляют, и получается вещество наркотическое в более большем объеме с целью дальнейшей ее реализации в городе Сыктывкаре. Приобретение первой партии порошка профинансировала сожительница главного фигуранта. По данным силовиков, они начали продавать самодельные курительные смеси маленькими дозами и только по знакомству, по 5-10 пакетиков в день. Расфасовывала для сбыта по 1-2 граммами и продавали данный наркотик своим знакомым. При этом встречи происходили как непосредственно в адресе своего проживания, то есть приглашали покупателей к себе в квартиру так, и если люди были мало знакомые, они встречались в подъезде. То есть один из участников группы выходил в подъезд, непосредственно в руки брал деньги и из рук передавал наркотик. Организованную группу силовики обрубили, как говорится, на самом корню. Еще немного, объем и уровень конспирации отлаженного канала сбыта могли значительно вырасти. Подельники освоили бы интернет-пространство, торговали путем тех же закладок. Тогда оперативникам было бы гораздо сложнее их вычислить. Вообще у самодельных курительных смесей, к опасению наркоборцов Коми, угрожающие перспективы. Кустарное производство спайсов без точного определения концентрации неминуемо ведет к сильнейшим передозировкам потребителей зелья. А это прямая дорога на тот свет. В
Коми вынесли беспрецедентный приговор по громкому коррупционному делу. Больше 200 миллионов рублей в качестве штрафа должны заплатить бывший начальник отдела выездных проверок Усинской налоговой инспекции Павел Витошкин и главный механик фирмы грузоперевозчика «Северпромтранс» Олег Тутов. Экс-сотрудника ФНС обвиняли в служебном подлоге и получении взятки, а представителя частной компании уличили в даче взятки в особо крупном размере. В мае 2012-го представитель фискального ведомства в ходе выездной проверки установил неуплату налогов в размере почти 45 миллионов рублей. Это финансовое преступление тянуло на 6 лет лишения свободы. Чиновник предложил сделку главному механику Олегу Тутову, который отвечал на предприятии еще и за ведение бухгалтерии. Обещал спасти от уголовной ответственности всего за каких-то 1,5 миллиона. И мне дословно сказал следующее, что у вас два варианта. Либо ты садишься в тюрьму, ну, на вы меня называл, то бишь он ко мне обратился, вы садитесь в тюрьму и там распродавайте технику, и если успеете, то, мол, бегите или сядете в тюрьму. А второй вариант какой? А второй вариант, несите мне денежку, и я решу вопрос так, чтобы вот не было никаких там всяких преследований. Тутов согласился, перечислил на банковский счет Витошкина 1 миллион, а 500 тысяч передал при личной встрече. Налоговик подделал акт выездной проверки и значительно снизил сумму задолженности. Однако о коррупционной схеме узнали сотрудники ФСБ. По факту взятки в отношении обоих фигурантов Следственный комитет возбудил уголовное дело. На допросе Тутов утверждал, он был жертвой чиновника и сам пришел к силовикам писать явку с повинной. Дескать, Витошкин после получения взятки обманул его и потребовал еще 10 миллионов отступных. Впрочем, эта версия не нашла своего подтверждения. Усинский суд признал обоих виновными и назначил невиданные в истории Коми штрафы. Витошкину 110 миллионов рублей, Тутову на 5 миллионов меньше. Эту сумму они должны заплатить государству в течение 5 лет. Иначе наказание им заменят на реальное лишение свободы. Вердикт еще не вступил в законную силу. Тем временем Минкинский суд признал 32-летнего Евгения Кравчука виновным в сексуальных домогательствах 12-летнему мальчику. О надругательстве в полицию сообщила бабушка школьника. Пенсионерка провела свое расследование и даже назвала стражам порядка адрес проживания подозреваемого. Что задержанный заявил на допросе, узнала Наталья Литкевич. Вечером 6 июня пожилая жительница Инты, встретив вернувшегося домой 12-летнего внука, обратила внимание на его подавленное состояние. Чуть позже она заметила у него в руках сотовый телефон, а в карманах нашла конфеты и деньги. На вопрос бабушки мальчик ответил стандартно – нашел на улице. Потом стал немножко путаться, сказал, что ему ударили случайно прохожие, и в итоге сказал, что ему дядя, в общем, просил не рассказывать об этом. Она стала задавать уточняющий вопрос. В итоге выяснилось, что к нему подошел этот дядя, потащил его за руку в свою квартиру. После этого он бабушку привел сам лично к подъезду, прошел на этаж, рукой указал квартиру, в которую этот мужчина его затащил. Оказалось, хозяин квартиры, 32-летний Евгений Кравчук, наркоман со стажем, не раз попадал в поле зрения стражей порядка. Вины своей в действиях сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика он не отрицал и рассказал, в тот день был под кайфом и плохо соображал. А для чего вы ему предложили посмотреть мотивацию свою, я сам не понимаю. Суд признал Кравчука виновным и отправил его на 12,5 лет в колонию строгого режима. Кроме того, ему запрещено в ближайшие 10 лет заниматься педагогической деятельностью. Приговор в законную силу пока не вступил. Сыктывдинские полицейские устанавливают местонахождение пропавшего без вести Пугачева Василия Ивановича, 1973 года рождения. 30 декабря мужчина ушел из дома, и до настоящего времени о нем ничего не известно. Приметы: на вид 40 лет, рост 175 сантиметров, плотного телосложения, светлорусые, коротко стриженные волосы, зеленоватые глаза. Особые приметы: на груди есть 2 параллельных шрама. Был одет в черную вязаную шапку, в куртку-плащевку, черные брюки, серые валенки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Василия Пугачева, стражи порядка просят позвонить по указанным телефонам.
А в Сыктывкаре разыскивают Максимову Татьяну Николаевну, 1971 года рождения. 27 января женщина ушла на работу в районе Стефановской площади и пропала без вести. На вид женщине 40-42 года, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-рыжие короткие волосы, стрижка под каре. Над левой бровью шрам длиной около 4 сантиметров. Была одета в серо-голубую шубу из овчины длиной ниже колен. На голове серый вязаный берет. При себе имела темно-коричневую кожаную дамскую сумку. Все, кто знает о местонахождении Татьяны Максимовой, либо обстоятельства ее пропажи, просьба позвонить по указанным телефонам в Сыктывкаре. Сыктывкарские полицейские задержали ранее судимого мужчину по подозрению в 2 кражах в столичном местечке Ситкыркич. В конце декабря прошлого года в управлении полиции поступило заявление от первой потерпевшей. Женщина пожаловалась, кто-то проник в ее квартиру на 2-м этаже, похитил продукты и конфорочную плиту. При осмотре места происшествия силовики определили, злоумышленник попал в комнату через открытую форточку, а покинул жилье уже через входную дверь. На след предполагаемого вора-домушника сыщики вскоре вышли. Им оказался местный житель, который знал хозяйку и бывал в ее доме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что за данным мужчиной числится еще одно такое же аналогичное преступление, совершенное в том же поселке. В данный момент мужчина дал признательные показания по обоим фактам. Он причинил в обоих случаях значительный ущерб гражданам. И в отношении него возбуждена 158-я часть 3 пункта, то есть незаконное проникновение в жилище с совершением значительного ущерба гражданину. Вторая потерпевшая также оказалась знакома с форточником. Кроме продуктов питания, злоумышленник похитил в ее квартире 7 тысяч рублей. Деньги он потратил на спиртное. С учетом непогашенной судимости фигуранта поместили под стражу. Если его вину докажут, мужчина ближайшие 6 лет проведет за колючей проволокой. Усть-Куломский суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении сотрудника местной полиции, который, чтобы спасти сослуживца, дал ложные показания. В мае прошлого года его знакомый полицейский во внеслужебное время отдыхал в летнем кафе, перебрался спиртным и поссорился с посетителем. Затем принес из дома травматический пистолет и устроил в заведении стрельбу. В результате пьяного дебоша пострадал один из отдыхающих. Такое поведение стражи порядка получило должную оценку в суде. Он получил условное наказание и потерял престижную работу. На процессе один из его коллег пытался убедить Фемиду, что обвиняемый не хулиганил, а лишь хотел навести общественный порядок. Сотрудник полиции, его друг, давал показания о том, что его товарищ в людей не стрелял, стрелял в воздух и стрелял с целью пресечения противоправных действий, которые происходили в настоящий момент в кафе. Вместе с тем, значит, было установлено, что общественный порядок был нарушен после того, как обвиняемый произвел выстрел в воздух и потом, соответственно, стрелял в посетителей. Слова этого свидетеля подтвердили еще 2 сельчан, друзья подсудимого. Но показания большинства посетителей кафе прямо указывали на вину дебошира. По факту дачи ложных показаний возбудили 3 уголовных дела. 2 жителей Усть-Кулома суд уже приговорил к крупным штрафам. Теперь районной Фемиде предстоит оценить поступок лжеца в погонах. Продолжение получила неоднозначная житейская ситуация, репортаж о которой мы показывали в программе в начале ноября. Тогда судебные приставы столицы должны были осуществить решение городского суда о лишении родительских прав матери 9-летнего мальчика и передать ребенка на попечение отцу. Впрочем, исполнить вроде бы справедливую волю Фемиды силовики тогда не решились, поскольку идти к родителю школьник наотрез отказался и пожелал остаться с тетей. Репортаж Антона Булаева. К очередной встрече с недовольным родителем на этот раз ответчики хорошенько подготовились. У ворот школы, где учится ребенок, кроме приставов собрались тетя, дядя и даже родная сестра мальчика. А его дочь, да? Вот, а мамина дочка. Целая семья у вас. А вы с папой общаетесь? Нет. Вообще не встречаетесь даже, Нет. да? Понятно. И не хотите к нему жить? Нет, конечно. Вскоре появился отец. Мужчина в грубой форме потребовал от судебных приставов забрать мальчика у бывших родственников и немедленно передать ему. Пойти на это силовики не решились. Чего вы опять задний ход даете? Почему задний ход? Я что, его схвачу, вам на руки отдам? Я уже один раз с ним общался, я с ним договаривался. Вы там это засняли, все перевернули наизнанку. И во всем меня крайним поставили. Ребенка просто-напросто настроили и весь разговор. Его сейчас научили, что сказать и как сказать.
Ну вот Вы что же не видите, что ли, это, что все это организовано? Нет, скажите, что я должна сделать, чтобы он с вами пошел? Неожиданно в разговор вмешалась тетя мальчика. Она заявила, сыном и 2 дочерьми, которые также живут с ней, отец никогда не интересовался. Женщина уверена, мужчина решил забрать ребенка после того, как понял, ему придется платить алименты. Это наш ребенок, это наш ребенок. 3 года воспитываем его мы. Зачем он тебе? Зачем? Он тебе не нужен. Он 9 лет не нужен был тебе. Отдай его нам. Мать восстановится. Почему ты сейчас терроризируешь мать и говоришь, я тебе не дам восстановиться? Родитель пояснил, долгое время он просто не мог видеть сына. Дескать, этому сильно противились сестра и мать его экс-супруги, которые занимались до последнего времени воспитанием мальчика. Затем в конфликт вмешался дядя. Он сообщил, отцу неоднократно давали видеть детей, но всякий раз они возвращались от него в слезах. Я сколько обращался? Дайте мне детей, дайте мне хотя бы на субботу-воскресенье. Кто мне их давал? Давали. Не весь, чтобы давать. Ты с ними ездил в МАКСе, в результате что? В результате дети на автобусе приехали, сказали, он предлагает пиво ребенку. Кому? Кто? Я предлагал пиво. Вы с ума, что ли, посходили? Это не я говорю. Я сам не пью, не то, что я еще детей буду пивом поить. Разговоры взрослых на повышенных тонах довели школьника до слез. Позже 14-летняя сестра отвела испуганного ребенка в машину. Договориться бывшим родственникам так и не удалось. Видимо, окончательное решение придется принимать в Фемиде. На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. А сейчас информационные итоги дня в программе «Время новостей». Берегите себя и своих близких.